Амма бад, дорогие братья, иншаллах, сегодня хотим взять урок из жизни пророка, алейхиссалату вассалам. В прошлой неделе мы рассказали, как их окружили и выгнали из села. Давайте представить их положение. Представить их положение в себе. Как? Вот представьте, вот вас выгоняют из села. Весь Тухум. И куда? Не другой город, где Межшели гора. Это называется. Ущелье гора. Из дома выходишь, оставляешь все. И это договор, нету срока ограничения. Без конца. Да, пророк, мы понимаем, пророк, он знал, куда идет. Иман есть. Джабраил, алейхиссалату вассалам, прямой проходит. Остальные верующие, которые были с ним, женщины, дети, также не мусульмане, которые были из его тухума, которые не спорили с пророком, просто от того, что молчали, их тоже выгнали. Какой иман должен быть? Терпеть не месяц, не год, 3 года все терпели. Там не дошло до нас, что они жаловались пророку, что они говорили пророку, вот из-за тебя вот это все. Терпели. Даже кафиры терпели, которые, мы говорим, их рода, которые не мучали. Из-за чего? Потому что тухум, чтобы не бросать тухум. А если они сражались бы, воевали бы пророком, они не были бы там, как Абу Лахаб, он же не был среди них. Какой честь был даже у кафиров, которые из-за родства некоторых, не у всех, конечно. Как говорится, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Хиярукум фил джахилия», хорошие из вас в джахилия, до ислама, они в исламе тоже хорошие. Это качество, которое идет кому-то Аллаха, дар от Аллаха. Кто до ислама хороший, в исламе еще лучше бывает. Ну, почему вот, когда теряемся, налево идем, не исполняем воли пророка Аллаха, потому что не ценим, каким трудом это до нас дошло. Как тот сын, когда от отца много имущества остался, он как хочет тратить их. А кто заработал их трудом подом, они знают, куда надо их расходовать. И очень 10 раз думает, прежде чем расходовать. Что я хочу сказать? Вот ислам распространен, альхамдулилля, много. Нам дошло это без никакой труды. Поэтому, когда пророк это сказал делать, внимания не обращаем. Пророк сказал, это нельзя делать, а мы один раз делаем. Терпения нет у нас, слабый иман есть. Сахабы как терпели, вот посмотреть на них. Если им всю жизнь пришлось бы оставаться там, они остались бы так. Представьте пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он ходит среди них, на их лицо смотрит. Какой печаль в сердце пророка, алейхиссалату вассалам. Вот они все из-за меня как будто же. На самом деле они из-за себя все. Там. Но люди же видят как будто из-за него. Они же не думают, что ахарат. Конечно, кто думал, среди них, альхамдулилля, это все, они все терпели. Давайте возьмем еще другой урок. Вот это 3 года сахаби, которые там были, мусульмане, это как закрытые медресе. Даже вот закрытые медресе. Кушать нету, как хотят, только тайно, через кого-то вот скрыто принесли, кушают, а так ничего нету. Урок для терпения, урок для даавата. Урок для тех, кто намаз оставляет. Разве они там намазы свои оставляли? Дават оставляли? Разве грешить начинали? Гневаясь на Аллаха, что Аллах их таки испытывает. Нет же. Когда мы представляем, вот, и это представление у нас остается в сердце, не в умах, в сердце, когда остается, мы, когда видим, когда какой-то грех хотим делать, задумаемся, представим пророка, какие они трудности терпели, чтобы сохранить религию. А мы из-за какой-то женщины, из-за какой-то компании, да, готовы бросать, чуть ли не выйти из религии. И какой гарантия, когда ты этот грех совершаешь, ты можешь умереть. Вот риск идем. Из-за какой-то мирское наслаждение. Не дай Аллах нам такой слабость, пусть Аллах, если то, что есть у нас, тоже Аллах, пусть Аллах иман укрепит. Вот эти уроки, все по воле Аллаха даже. Вот это урок для сахаба, для тех всех, кто был с ним, был дух,
Они духом поднялись там. Видели пророка рядом, постоянно рядом пророк. Он не у себя дома закрылся, пришел в мечеть, в мимбаре выступил, и все. Никто не видит его жизнь. Его жизнь в самом деле увидели все. Как он живет в самом деле. День и ночь, каждый час. И от таких людей дошло ислам до нас. Они донесли до нас ислам. Потому что они видели пророка, алейхиссалам. А сейчас, что творится молодежи? Они видят, как некоторые имамы, маша Аллах, хорошая машина едут, хорошо одеты. Думают, только такие люди могут давать делать. А мы что? Мы слабые люди, что они делают. И они тоже среди них продаж не бывает. И все. Религия потихоньку исчезает, и она превращается только на вид, на рекламу просто. Вот пророк, алейхиссалам, не перестает давать в селе. Когда выгоняют из села, тоже давать продолжает. Он не жалуется на Аллаха, что Аллах так испытывает. Потому что он сам выбрал быть примером для всех. В наше время, недавно наши где-то времена коммунисты как мучали. Они, конечно, многие из них продали свою религию. Но, алхамдулилля, некоторые, которые истину ислам поняли, суть ислама, жизнь пророка, который представлять могли, они не оставили. А которые слышали хадис, пророк так сказал, как будто пророк стал в мимбаре, только в мимбаре читал доклад всем. Да? И такие, которые представляли пророка, жизнь не знали. Они думали, у них другой жизнь была, что делать, нам приходится оставлять. И начали пить с ними некоторые. Сидели, пили с ними. Что делать, обстановка такая, приходится пить. Вот такие были. А некоторые их рассказывают, что канализацию, туалет бросали, вот там оно Бадави Кади называют у нас, которые знают. Вниз головой его, вот, как это говорят, давили, туалет. Потом обратно тянут, голова выходит. Сейчас тоже веришь в Аллаха? Он говорит, еще сильнее верю. Потом обратно туда, потом обратно. Он и продолжал, говорил, верю, еще сильнее верю. И так умирали они. Некоторых этим на 2 часа разделили. А некоторых, говорят, вот поставили под этим, капает вода из высоты, и на голову тын, вот так же. И потом дырку делает в голове. И так убивает человека. Поставили на одно место, когда долго бил. Так мучали некоторых. Это все терпели, алхамдулилля, они получили свою награду перед Аллахом. Вот, то, что я сейчас говорю, это маленький. То, что я вот представляю, да, конечно, урок от этого всего еще больше, много. Когда мы просто рассказываем, да, пророк 3 года там был и вышел, мы не должны просто проходить. Нет в жизни пророка никакой момент просто так. Это большой урок. Итак, Хадиджа, после смерти пророка, как после выхода оттуда, рассказали, как они оттуда, через 3 года это прекратилось. Погиб Абу Талиб, ради Аллаху, и дети издевались пророком, алейхиссалам, даже были молодежи, которые взяли ту землю, бросали, ставили на голову пророка, алейхиссалам. Этот год называется, когда умер Абу Талиб, он хоть не мусульман, этот год печали называется, потому что этот год умер и Хадиджа, ради Аллаху, умерла Хадиджа, ради Аллаху анха. И как она умерла? Перед смертью, когда она сильно болела, пророк, алейхиссалам, к ней зашел и ее голову поставил на свою ногу. Это милосердие пророка, алейхиссалам. И там Фатима плачет, и также там Умму Кульсум, а Рукия не была ее. Рукия была в Хабаше, вместо Османа, ради Аллаху анху. Итак, тогда Умму Кульсум старалась успокоить Фатиму. Они вот представляли жизнь пророка, алейхиссалам, после смерти Хадиджа, ради Аллаху. Вот Абу Талиб ушел, жизнь и Хадиджа. А Хадиджа всегда дома был уют и поддержка для пророка. Вот сейчас она тоже умрет. Хоть как бы человек не устает на работе, когда домой приходит жена хорошая, она уже половину боль, труд уходит. И когда жена плохая, уже двойной устаешь, чем на работе, дома больше устаешь. Хадиджа такая была всегда. Вот, а Фатима, они представляют, вот пророк, наш отец, остается сейчас один. Они видели, как после Абу Талиб что случилось. Сейчас дома тоже не будет кто успокоить, и на улице нету кто защищает, поддерживает, и дома нету. Вот представьте, пророк остается как будто один. Она очень печалилась, Фатима, ради Аллаху анха, и также другие.
И пророк, алейхиссалату вассалам, этот момент, пророку было ниспослано от Аллаха салам. Джабраил, алейхиссалату вассалам, пришел и говорит: я Расул Аллах передает салам Хадиджа, радiyallahu анха, и радует ее, что в раю будет для него крепость, как никому здесь, отличаясь, там нету кауа, шум нету, усталость нету. Почему отмечает шум и усталость? А в раю другим есть, что ли, шум или усталость? Нет, никому нету. В раю никто не устает. Но однако здесь отметили, чтобы знали все, что Хадиджа всегда создавала уют пророке, алейхиссалату вассалам. У нее дворец уже отдельно будет, отличаться будет от всех. На шум не поднимала, всегда тихо давала пророку, алейхиссалату вассалам, свои советы. Итак, Хадиджа, радiyallahu анха, что она ответила? Она ответила: Аллаху салам, Аллах сам мир салам, и от него салам, и к нему возвращает салам, и Джабраилю салам сказал. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, это передает, здесь есть Фатима, есть Умму Кульсум, у них сейчас смешивалась печаль с радостью. С одной стороны радость, что она обрадовалась, с одной стороны печаль, кого пророк, алейхиссалату вассалам, теряет. Мы знаем, любая дочка, когда теряет мать, она печалится. Но когда теряет женщину, как Хадиджа, мать, как Хадиджа, эта печаль умножается на несколько раз. Кто Хадиджа? Давай представим. Она та женщина, которая первая уверовала в пророка, алейхиссалату вассалам. Та женщина, которая, когда пророк, алейхиссалату вассалам, растерялся, волновался, первый раз, когда была ему ниспослана Джабраил, алейхиссалату вассалам, он пришел домой растерянный, Хадиджа успокаивает ее. Ты, говорит, ты самый лучший, не может быть это от джинна, от шайтана. Ты так делаешь. И считает его хорошие качества. Такая женщина, которая пожертвовала ради Аллаха все за пророка, алейхиссалату вассалам. Которая ходила пешком до Гар Хира. Люди, которые паломники ходили, даже один раз ленится туда подняться, а она туда еду таскала. Конечно, не каждый день. Пророк, алейхиссалату вассалам, каждый день хинкал курсы не ел. Он на 20 дней, на 15 дней брал. Иногда бывало, говорит, почти месяц оставался он. Финики воду и все поднимался. А так, представьте, Хадиджа. Сам спустись, сказал бы, да, сам возьми себе еду, все. 100% сказала бы нашей женщине. Что я тебе тут должна сказать? Но она это делала от любви. Она даже, вот пророк хочет, наверное, она не оставит. Она знала, какой муж. Что у мужа есть большое будущее, да? Что он будет пророком. Если нам наши женщины скажут так, сам спустись, мы должны спускаться. Потому что не такой, как пророк, алейхиссалату вассалам. Мы не должны заставлять жен сказать: пророка жена таскала туда, вот ты тоже тащи. Такие вещи нельзя говорить. Итак, мы просто это говорим, настолько она знала цену мужа. В хадисе, как говорится, если было бы поклон, сужда разрешено кому-то, кроме мужа, то было бы, да, кроме Аллаха, то это можно было бы мужу говорить. Смотри, с одной стороны, Аллах снял от нее обязанности, большие обязанности, такие обязанности перед мужем. Но с другой стороны, Аллах ей дал понять, что она очень должна ценить. А муж заставлять не имеет права. Понимаешь? Она должна делать, ценить, как то, что в своих силах. И с другой стороны, мы знаем в хадисах, что пророк тоже повелел быть милосердным женщинам. Самые лучшие из вас, самые милосердные в своей семье особенно. И тогда, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад саллим. Итак, ушла из жизни первая женщина, которая уверовала пророку, алейхиссалату вассалам. Пусть Аллах нам наградит нас, Аллах, встречей с ними. Пусть Аллах не лишит нас одних баракат тоже, я Аллах. Итак, это называлось год печали. Пророк, алейхиссалату вассалам, увеличилась двойной и тройной печали, но однако он свою миссию не оставлял. Потому что его единственная поддержка, это кто? Это Аллах, конечно. Но он как человек все равно нуждался, говорит,
то рядом кто-то его иногда, потому что он человек, он плакал, он печалился, ему было больно, да, он радовался, потому что человек в качестве, иначе сказали бы, он не человек, поэтому он мог это делать, другие не могут. Он и уставал, конечно. И тогда пророк, алейхиссалату вассалам, когда уже мекканцы вообще начали издеваться над ним, что не хотели его принимать, и он вышел в Таиф, призвать людей. Он, прежде чем выйти в Таиф, он начал призывать чужих, которые приходят в Мекку. Своих уже не призывает он. Мекканцев уже не призывает. Понял, от них уже пока пользы нет на время. Начал призывать караваны, которые разных сторон приходят, их начал призывать. И ему не давали их даже призывать. Постоянно отправляли за ним людей, говорили этим людям, не следуйте за ним, он вас обманет, он колдун, маджнун. Некоторые ставили от того, что испугались, от того, что верили, кафирам верили, что он опасный человек, ставили уши, закрыли уши. Просто не слушают, вдруг голова кружится. Вот настолько он не оставлял дават. Когда и ему так не оставляли делать дават, он вышел в Таиф. Дочь Фатима и дочь Умму Кульсум, они попрощались с отцом. Надеюсь, отец найдет утешение хотя бы там. Они вот ожидают, вот отец уже настолько мучился, может там будет какое-то для него облегчение. Ну, как мы знаем, история Таиф, она еще хуже и хуже была. Ничем не меньше даже самых трудных дней было пророк, алейхиссалату вассалам, потому что он там был один, еще один был с ним. Они издевались, дети камнями кидали. Чуть ли пророк, алейхиссалату вассалам, сознание не потерял. Ну, все такие мы видим. Это для нас, для всех имамов, кто дават делает, мусульмане, это для него пример, что дават это ценное, что-то очень ценное. Просто его оставлять нельзя. Допустим, смотри, многие что делают? Я наделал это мне все, не нужно, пусть все в ад попадут, я уйду. Да, вот так говорят. Потому что они забыли, к чему они стремились. Какая цена перед Аллахом. Вот это они забыли, сдаются. А истинный человек, нет, он не сдается, потому что знает цену. Давай возьмем такой пример, пример. Допустим, у тебя есть такой большой прибыль, да, прибыль, которую ты берешь от своего цеха и от своего товара. Как ты принесешь в город товар, ну все тебе хают, все над тобой издеваются, что угодно не говорят, ты оставишь это бизнес? Нет, потому что прибыль большой идет. Мы же видим, те, которые есть земельными участками, которые, да, занимаются там, землю продают, сельские земли продают. Хоть плюнь им в лицо, они это дело не оставляют, потому что дунья зарабатывает даже. Они не оставят это, потому что они любят чего? Дунья любят. А дунья не стоит крылышки комары даже. Вот задумайтесь. Да, вот правильно задуматься, дунья или ахират. А кто ахират истинно любит, да? Он будет смеяться над такими людьми, которые из-за дунья, которые терпят. А почему я не буду терпеть ради Аллаха? Когда мы сравниваем, нам уже терпение идет. Это все из-за дунья. Вот один даватчик был, он оставил дават. Я ему говорю, почему оставляешь дават, говорю. У тебя хорошее получается, ты знаешь. А и все уже даватчики, говорят. Везде даватчики, мне зачем? Я говорю, у тебя работа есть? У него есть такая работа. Да. Я говорю, как у тебя, у всех есть такая работа, говорю. Почему не оставляешь, говорю. У всех же есть такая работа. Ты для себя зарабатываешь, тот для себя зарабатывает. Ну, все так не помогает, думаю. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب